Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона ведущая Любовь Сыровацкая. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать свои интересующие вопросы по нашим телефонам 32 00 66 и 32 11 66. А темы сегодняшней передачи у нас сегодня очень интересные. В уходящем году народные депутаты Государственного собрания Илтумен приняли ряд поправок и поддержали инициативу окружной администрации города Якутска. И в октябре приняли важные поправки в законодательство. Городу переданы полномочия в сфере контроля за управляющими компаниями многоквартирных домов. На встречах с руководством Якутска горожане неоднократно поднимали тему неудовлетворенной работы различных управляющих компаний и ТСЖ. После вступления закона в силу городская администрация должна приступить к реализации переданных полномочий контроля за деятельностью управляющих компаний в полном объеме. Мы надеемся, что это поможет навести порядок в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, за которые жильцы платят управляющим компаниям, начиная от ремонта и уборки подъездов, заканчивая содержанием детских площадок. Сегодня тема нашего разговора о передаче полномочий в сфере контроля за управляющими компаниями МКД в ведении города Якутска. Сегодня у нас в студии Аргунов Павел Анатольевич, руководитель управления государственного строительного жилищного надзора Республики Саха-Якутия, и Лукин Александр Иванович, начальник управления муниципального контроля окружной администрации города Якутска. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, давайте начнем. Павел Анатольевич, расскажите коротко о задачах и функциях управления, каковы итоги деятельности за уходящий год. Наше управление имеет несколько видов контрольно-надзорной деятельности, то есть ведет, да? Это в первую очередь строительный надзор, то есть надзор за объектами, которые соответствуют 49 статье Градостроительного кодекса. При строительстве таких объектов необходимо проводить надзор за строительством объектов, и по итогам строительства при завершении объектов выдать заключение о соответствии построенных объектов проектной документации, прошедшей экспертизу. Следующий вид надзорной деятельности нашей – это жилищный надзор и лицензионный контроль по управлению многоквартирными домами. Вот та деятельность, которую мы передаем со следующего года окружной администрации. И кроме того, у нас есть вид надзора, это надзор за фондом капитального ремонта, за его деятельностью. Тоже довольно-таки много обращений граждан поступает по поводу качества проводимых работ, по поводу того, что после завершения капитального ремонта фонд не проводит работу, которые, то есть по исправлению тех нюансов, которые в течение 2 лет, которые выявляются в процессе эксплуатации, и в этом направлении мы тоже проводим работу. Но если вот мы вернемся немножко к теме нашей передачи, да, Павел Анатольевич, расскажите, пожалуйста, нашим горожанам, и в качестве, даже я сама как горожанка, жилец МКД, я, например, не знаю, в чем заключается контроль за управляющими компаниями, как их проверяют? У всех практически собственников многоквартирных домов иногда редко, иногда часто возникают вопросы по качеству предоставляемых услуг, по тем работам, которые проводит управляющая компания, либо ТСЖ, либо в адрес ресурсоснабжающих организаций тоже поступают нарекания, вопросы. Например, управляющая компания должна проводить уборку подъездов, мест общего пользования. Эту работу либо не проводит, либо проводит очень плохо. Также, например, очень часто сейчас вот в зимний период поступают вопросы по
температуре внутри квартиры, то есть по холоду в квартирах. Летом поступают вопросы по протечке кровли, например, постоянно поступают вопросы по начислениям, по перерасчетам, которые осуществляет управляющая компания либо ресурсоснабжающие организации. Вот такого рода вопросы мы рассматриваем, выезжаем на проверки. В случае, если доводы заявителя подтверждаются, то мы составляем акт, составляем протокол, выдаем предписание на то, чтобы управляющая компания либо ТСЖ устранила наши замечания выявленные, и возбуждаем административное дело. При этом штрафы по этим направлениям очень большие. Начинает, например, мы в основном используем статью 14.1.3 КоАП, и там штрафы начинаются от 250 тысяч рублей за одно нарушение. Например, если человек пожалуется, что в подъезде не проводится уборка, там, например, мусор лежит, мы выезжаем, смотрим, если доводы подтверждаются, то мы выписываем штраф 250 тысяч. Довольно-таки весомо. Довольно-таки весомо. Вы вот спросили насчет итогов текущего года же, да? Да. Я подготовился, вот предварительные итоги подвели мы, и получается, что за текущий год в адрес нашего управления поступило 4633 обращения граждан, в основном по вопросам сферы ЖКХ. 97% это по вопросам сферы ЖКХ, и 3% всего лишь касается качества строящихся объектов. Ну, из этих всех поступивших, это вот вопросы, которые поступают через наш сайт, через платформу обратной связи, да? Нет, тут мы платформу обратной связи еще не посчитали. Через платформу обратной связи еще где-то 1500 вопросов поступило. И в основном тут большая часть, конечно, по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов поступает. Где-то 40%. Тоже очень большой объем, 22% охватывает плату за жилищно-коммунальные услуги, вопросы. Вопросы лицензирования тоже очень много, где-то 11% занимает. То есть по выбору управляющей компании, по замене управляющей компании очень много вопросов поступает. И по качеству предоставления коммунальных услуг 13%. Ну и львиная доля, наверное, приходится на город Якутск, да? Да, из этих всех поступивших обращений порядка где-то 70% это поступает от жителей города Якутска. То есть довольно-таки большой объем работы мы со следующего года передаем окружной администрации. Ну, надеемся, что окружная администрация с этой работой справится. И, в принципе, для того, чтобы быть в этом уверенным, есть основания того, что часть людей наших переходит работать, имеющих большой опыт работы, переходит в окружную администрацию. Есть такая предварительная договоренность. И надеемся, что все вот эти наши предварительные договоренности, они состоятся. А вот изменения в законодательстве, которые вот в октябре рассматривал Государственное собрание Ултумен, с какого числа вступает в силу? Закон вступает в силу с 1 января 2026 года. То есть мы, Управление Госстройжилнадзора, с 1 января 2026 года уже не будем иметь права рассматривать и проводить проверки по тем жалобам, которые поступают от жителей города Якутска. Эти жалобы уже будут рассматривать окружная администрация. Тогда, получается, все жалобы теперь должны лететь в окружную администрацию, а не в УГСШН. Правильно? Да. Ну, мы предварительную работу для того, чтобы наладить систему электронного документооборота, для того, чтобы перенаправлять автоматически эти обращения, проводим. Но есть такие системы, как ГИС ЖКХ, Госуслуги Дом,
по которым обращения граждан будут поступать все равно к нам, и мы будем, соответственно, перенаправлять городу. Александр Иванович, теперь вопрос к вам. Какова готовность Управления муниципальных инспекций к реализации переданных полномочий? Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, телезрители. Действительно, начиная с октября месяца, вот уже 2 месяца идут подготовительные работы. Подготовительные работы идут совместно с УГСЖН, с Управлением государственного стройнадзора непосредственно. И подготовительные работы начинаются от кадров, конечно. Проведена огромная кадровая работа. Лиц, которые будут, работники, которые перейдут в окружную администрацию с опытом работы, как отметил Павел Анатольевич. Потом помещением решен вопрос. На днях мы уже сегодня-завтра установим соответствующую оргтехнику, компьютеры, принтеры, в общем, обеспечим рабочие места мебелью, и все это при поддержки Евгения Николаевича, главы города, и при поддержке структурных подразделений, начиная от бухгалтерии, заканчивая департаментом финансов. Подготовка практически завершена. Мы готовы, технической стороны я имею в виду, и с 1 января, как говорится, примем данные полномочия, совершенно верно. А офис где у вас будет располагаться? Ну, на первое время решили так, что будут располагаться по адресу Гоголя 1, 3-й этаж. Это где расположен департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики окружной администрации. Временно, я подчеркиваю. И после ремонта основного помещения, это Дзержинского 21, уже ко второму полугодию, мы так думаем, со второго полугодия, с начала второго полугодия работники будут располагаться рядом непосредственно с управлением муниципальных инспекций окружной администрации. Чтобы работать в коллаборации, да? Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, вот кроме того, что будут контролировать сотрудники УМИ работу управляющих компаний ТСЖ, штрафные санкции тоже переходят в ваши полномочия? Наши полномочия переходят в составление всех, вот отметил Павел Анатольевич, процессуальных документов и дальнейшая ее передача для рассмотрения непосредственно в управлении Госстройжилнадзора. И протокола будут рассматриваться там, согласно подсудности, подведомственности. Павел Анатольевич, скажите, пожалуйста, а сколько у нас управляющих компаний ТСЖ в городе Якутске? Управляющих компаний больше 120, но часть из них, то есть это лицензируемый вид деятельности, это лицензиаты, которые получили лицензию на осуществление такого вида деятельности. Часть из них бездействует, то есть ни одного дома не имеет. Реально работает порядка 70 управляющих компаний. ТСЖ тоже больше где-то 100. Но вот конкретно цифры я сейчас, конечно, не могу сказать. А это не слишком много для города Якутска? Контроль осуществлять за столькими, предприятиями? Да, к сожалению, вы правильно отметили, управляющая компания может стать, лицензиатом может стать любое юридическое лицо, которое соответствует минимальным требованиям, а требования очень мизерные. К сожалению, требования не утверждены федеральными нормативными актами. Требования — это то, что директор должен сдать квалификационный экзамен. Директор и собственник этого юридического лица не должны иметь действующую судимость. И также наименование организации не должно немножко соответствовать наименованию другого юридического лица, которое уже имеет лицензию. Например, у нас же принято было раньше дорисовывать плюсы, например, да? Есть, например, Прометей плюс. Да, Прометей, а есть Прометей плюс, например, да?
Ну, правда, Прометей это не лицензиат, а Прометей Плюс был лицензиатом. Кстати, сейчас они лицензию свою от лицензии не отказались. И сейчас в силу статьи 200 жилищного кодекса доуправляют этими домами, пока другой лицензиат не будет определен либо решением общего собрания, либо решением органа местного самоуправления. А нельзя внести какие-то поправки в законодательство, чтобы, например, укрупнить и оставить, например, там штук 5, допустим, таких игроков? Вот, как раз вот такого рода разговоры уже ходят давно. Все субъекты, все органы ГЖИ об этом говорят, об этом практически кричим везде, да, на всех совещаниях с Минстроем России этот вопрос ставится. И наконец-таки лед тронулся, и сейчас вот Минстрой России работает над этим, чтобы ужесточить требования для получателей лицензий. А вот, допустим, если взять, вот в пример из последних тех резонансных прецедентов, которые очень сильно муссировались осенью этого года, допустим, Борисовка 2, по-моему, да, там даже был вопрос такого, что управляющие компании там буду обслуживать, не буду обслуживать, или они там с долгами как-то делали. Вот в таком случае жителям МКД куда обращаться, что делать, если допустим, управляющая компания от них отказалась, другая не хочет брать? Вот что тогда людям делать? Такого понятия, как отказались от дома, такого нету, не бывает. Управляющая компанию либо лишает лицензию орган надзора, либо решением общего собрания собственников управляющая компания меняется. А так просто взять и отказаться управляющая компания не имеет права. Если отказывается проводить работу, то собственникам и нанимателям необходимо обращаться в органы ГЖИ, то есть в адрес нашего управления. А если это жители города Якутска, то с 1 января 2025 года Управление муниципальных инспекций окружной администрации. И, соответственно, инспекторы проведут проверку. Если доводы подтвердятся, просто так мы взять и составить административку не имеем права. Это все описано в федеральных нормативных актах. Мы должны обязательно провести проверку, выехать на месте, либо документальную проверку провести. Если доводы подтверждаются, то уже составляется протокол, составляется административное дело. И, например, если юридическое лицо отказалось, для себя, например, отказалась, не проводит работу, то все равно мы будем до конца его штрафовать и заставлять проводить эту работу. А управляющая компания и ТСЖ, да? ТСЖ это товарищество, то есть из числа жителей или из кого-то же выбиралось, да, раньше. В чем отличие, в чем разница? Что лучше, управляющая компания или ТСЖ? Управляющая компания — это лицензиат, то есть мы можем применять статью 14.1.3, где, как я уже говорил, штраф довольно-таки большой, от 250 до 350 тысяч рублей. А что касается ТСЖ, то ТСЖ это не лицензиат, и там применяются другие статьи, и соответственно, там штрафные санкции намного меньше. А зачем давать разрешение для формирования ТСЖ, если получается, что и штрафные санкции, и, наверное, контроль тогда им послабже, чем к управляющей компании? Это решают сами собственники. Уважаемые радиослушатели и телезрители, буквально через несколько секунд мы прервемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Сегодня наша тема очень интересная. Мы говорим о контроле и переходящих полномочий управляющих компаний городскому округу город Якутск. Оставайтесь с нами.
Дорогие радиослушатели и телезрители, я напоминаю, в эфире передача «Якутск сегодня». Тема нашей сегодняшней передачи – это передача полномочий в сфере контроля за управляющими компаниями многоквартирных домов введения города Якутска. Напомню, что у нас сегодня в гостях Павел Анатольевич Аргунов, руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия, и Лукин Александр Иванович, начальник управления муниципального контроля окружной администрации города Якутска. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать интересующие вас вопросы по нашим телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Александр Иванович, вопрос к вам. Какими вопросами занимается управление муниципального контроля в целом, да, и немножко итоги работы этого года? Управление муниципальных инспекций окружной администрации в своей деятельности руководствуется федеральным законом номер 248 ФЗ. Это о государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации. Контролируем, проводим работу по 6 видам контроля. Это муниципальный земельный контроль, муниципальный контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль в сфере дорог, муниципальных, я подчеркиваю, муниципальный лесной контроль и контроль в сфере благоустройства, как я отметил. В основном от граждан, организаций и предприятий поступают обращения в сфере земельного контроля, в сфере благоустройства, в сфере размещения рекламы, рекламных конструкций, информационных конструкций, в сфере дорог и лесного контроля в том числе, особенно в летнее время. Пользуясь случаем, в сфере земельного контроля хотел бы отметить горожанам, что стройка ведется не со всеми соблюдениями правил землеустройства и правил строительства. Я имею в виду строительство индивидуальных жилых домов, и не только индивидуальных жилых домов. Часто мы встречаемся с самовольным захватом земельных участков или с нецелевым использованием земельных участков. Также хотел бы отметить, довести до сведения горожан, что когда мы начинаем строить индивидуальный жилой дом в черте города, да и за чертой тоже, мы почему-то в первую очередь проводим отсыпку. И редко, за редким исключением, люди задумываются о том, что надо в первую очередь провести все-таки водоотвод. В народе называется ливневка. Чем выше я поднял свой участок, считается так, тем лучше я построю дом и буду жить. А ведь страдают от этого соседние участки, и места общего пользования земельные участки и дороги прилегающие в первую очередь. Поэтому посоветовал бы горожанам, когда начинаете строительство того или иного частного дома или даже не частного дома, в первую очередь, конечно, речь идет, как провести водоотвод вместе с соседями, вместе с городскими структурами, которые этим занимаются в том числе. В первую очередь, конечно, водоотвод. Что касается сферы благоустройства, то очень часто встречаются вопросы нарушений благоустройства. Это вырубка деревьев незаконная там или тут. А потом мусор, неуборка. Здесь бы я горожанам обратился с тем, чтобы, в первую очередь, надо следить за собой, наверное, убирать за собой. Ведь с давних времен бытует пословица «чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят». Вот простой пример приведу. На площади Орджоникидзе состоялось то или иное мероприятие, да? Допустим, детское, День защиты детей. Праздник прошел, на утро в средствах массовой информации появляются фотографии и
то ли блогеры, то ли пользователи средств массовой информации спрашивают, а где городские дворники? Почему не убирают территорию площади после вчерашнего праздника? А нельзя было праздник провести так, чтобы дети, родители, присутствующие не сорили как таковой. Обертки вот эти от всяких конфеток, шоколадок, всевозможные мусор за собой оставлять. Зачем? Но при этом на площади Орджоникидзе, например, хватает тех же мусорных урн, да? Совершенно верно. Вот. И поэтому я, как бы это ни звучало, призвал бы горожан, гостей столицы в первую очередь с себя начать. Себя. Почему должен быть обязательно дворник, а почему должен быть обязательно контролер за этим дворником? Если мусор из квартиры можно донести до мусорного бака, а не бросить в подъезде, или, находясь в общественном месте, например, не сорить. Просто не сорить. Просто. Все очень просто. Не бросать окурки с балкона того же МКД. Бутылки. А потом жаловаться, что управляющая компания... Вот мы возвращаемся к теме, почему управляющая компания не работает, не убирает. Полностью с вами согласна. И, наверное, даже с этой целью буквально вот в середине декабря был принят кодекс жителей города Якутска, в принципе, где были прописаны очень простые правила, да, в том числе и не мусорить в общественных местах, в том числе и в своих дворовых территориях. Александр Иванович, у меня вот такой вопрос. Вот каким образом будет построена работа на первоначальном этапе реализации поставленных задач? Как я отметил ранее, подготовка она практически завершена, рабочие места определены, техника есть, телефон и так далее, все это будет установлено буквально на днях. Вот. Будет работать с 12 января колл-центр. Обязательно перед тем, как он заработает, мы разместим в средствах массовой информации контактные данные. На этот колл-центр можно будет звонить горожанам и задавать те или иные вопросы или обращаться по тем или иным случаям, которые произошли или произойдут, допустим. В первую очередь, естественно, работа будет построена во взаимодействии с управлением государственного строительного надзора. Обязательно. О чем уже подготовлен проект соглашения между УГСЖН и окружной администрацией города Якутска. Проект прошел все согласования, соглашения вот этого о взаимодействии. И, естественно, на первых порах Управление государственного строительного жилищного надзора будет помогать, и мы будем взаимодействовать. Это безусловно. Второе, это, естественно, будем работать в полном взаимодействии с прокуратурой города и с прокуратурой республики. Это надзорный орган, который следит за деятельностью не только окружной администрации, всей республики, всех структурных органов, организаций, да, и понимание уже есть, и поэтому будем работать в полном взаимодействии и с другими контрольными надзорными органами в том числе. Павел Анатольевич, теперь вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, сколько проверок проведено в этом году? Какая профилактическая работа проводится на упреждение? Так, в части жилищного надзора и лицензионного контроля в текущем году нами проведено где-то 1500 проверок. Кроме того, мы проводим мероприятия без взаимодействия. Это выездные обследования, 133 выездных обследования проведено, и наблюдение за соблюдением обязательных требований. Это 454 наблюдений мы провели. Что касается штрафных санкций, тут я тоже подвел эту цифру. Выдано нами 660 предписаний, составлено 436 протоколов, и штрафов наложено на сумму 8 миллионов 838 тысяч рублей. Так, что касается
профилактических мероприятий мы очень активно применяем профмероприятия. Это в первую очередь консультирование как юридических, так и физических лиц. Проведено порядка 3000 консультаций. Провизиты практикуем, 54 провизитов нами проведено, сделано. И также очень активно выдаем предостережения. 1509 предостережений нами выдано. В отношении количества проведенных проверок, контрольно-надзорных мероприятий и профмероприятий у нас количество профилактических мероприятий превалирует и составляет 65% относительно всего объема проведенных нами мероприятий. Вкратце вот так у нас работа проводится. Вот по поводу жалоб и обращений горожан, да, вот буквально, так как я являюсь руководителем пресс-службы окружной администрации, обратилась корреспондент ЦХД о том, что в доме 16 по улице Богдана Чижика очень холодно в квартирах, во все инстанции, в том числе и к вам обращались, да, но сегодня на дворе 24 декабря и до сих пор низкие температуры в квартирах. Вот что нужно будет сделать жильцам, куда обратиться, чтобы действительно добиться какого-то результата, вернуть тепло в дом? В первую очередь жителям необходимо обратиться в адрес своей управляющей компании, для того, чтобы они подошли, отправили либо сантехника, либо какого-нибудь специалиста, который зафиксирует температуру, низкую температуру. Надо потребовать, чтобы они составили акт соответствующий о некачественном предоставлении услуг. Если такой акт сама управляющая компания отказывается, либо не отказывается, а просто-напросто не составляет, то такой акт можно составить самим с привлечением 2 незаинтересованных лиц. То есть не соседей, а жителей другого дома, например, пригласить, чтобы они сами удостоверились и подписали такой акт. И в случае, если управляющая компания не принимает никаких мер, либо принимаемые меры не приводят к положительным результатам, рекомендую обратиться в адрес нас, Управления Госдрожнадзора, либо с 1 января, если это житель города Якутска, то Управление муниципальных инспекций окружной администрации. При этом необходимо обратиться письменно, то есть обязательно подписать надо бумагу. Анонимки не подписанные не являются основанием для проведения проверки. Либо можно дистанционно подать заявление, например, на нашем сайте, на сайте Управления Госдрожнадзора есть соответствующая кнопка «Подать обращение», при этом идет авторизация через систему госуслуг, то есть мы уже убеждаемся, что к нам обратился не аноним, а конкретный человек, и при этом необходимо также нажать кнопку о том, что человек соглашается на обработку персональных данных. Без этих процедур мы не имеем права провести проверку. И если все эти процедуры соблюдены, то мы уже можем выпустить приказ о проведении проверки и, соответственно, выйти на проверку. Вот с момента подачи обращения и до проведения проверки и выноса соответствующих результатов, мер, да, сколько примерно времени уходит? В среднем месяц у нас нормативный срок для проведения проверки и направления ответа 1 месяц. Если в течение 1 месяца мы не улаживаемся, то можем продлить еще на 1 месяц. Бывают такие длительные, сложные проверки. К нам же обращаются все жители. Вот сейчас, все жители республики имеется в виду. Сейчас в связи с тем, что интернет, широкополосный интернет, он дошел до Арктики, жители арктических улусов тоже обращаются к нам, и мы направляем инспектора для того, чтобы провести проверку.
Например, в ТИКСе очень много у нас в последнее время проверок проходит. В Зырянке люди обращаются. Но есть такое, что прямо от заречных улусов не так много обращений, к сожалению. Вчера, например, подходила одна женщина, то есть староста дома. Она практически первый раз обращается к нам, и по ее словам, практически там анархия происходит. То есть управляющая компания самоустранилась полностью, аж до того, что воздух не спускает система. То есть говорит, вы сами спускайте воздух, и сидит. Просто деньги получает. Люди сами уборку мест общего пользования проводят, да. Кошмар. Вот до таких анархических ситуаций доходит, люди привыкли, особенно в сельской местности, и не жалуются. А мы вот хотели бы приучить, да, именно вот таких, чтобы управляющие компании устранить с рынка, которые сами самоустраняются. Будем надеяться, что с изменением законодательства, с передачей полномочий и принятием в управлении муниципальных инспекций, управляющие компании и ТСЖ города Якутска будут работать очень четко, слаженно, чтобы было поменьше обращений горожан, для того, чтобы, возможно, было комфортно проживать в собственных домах. Пользуясь случаем, так как в этом году это крайняя передача, я предлагаю вам поздравить жителей нашей республики с наступающим Новым годом. Хотелось бы, чтобы 26-й год прошел в теплых квартирах, чтобы управляющие компании ваши заявки исполняли в установленный срок, ответы направляли вам тоже установленный 10-дневный рабочий срок, тоже направляли. Такого рода пожелания хотел бы высказать. Дорогие радиослушатели и телезрители, я с вами прощаюсь, желаю вам самого наилучшего, встретить без никаких жилищно-коммунальных проблем Новый год. Встретимся мы с вами уже после Нового года. Я же вам желаю здоровья и всего самого наилучшего. С вами была Любовь Сыровацкая. До следующих встреч в эфире. С наступающим Новым годом!